История этого выхода, появления на свет, как вы сказали, разговорника очень интересная. Ее начинали готовить покойные Куроглу Степан Степанович и Гаврил Аркадьевич Гайдаржи, а это лет 30 назад. Вот этот разговорник был подготовлен в кириллической версии, на кириллическом алфавите. Он по направлениям, по темам очень толково составлен, и при этом лежал в архиве почему-то долгое время. У нас, как известно, здесь в научном центре покойный Степан Степанович передал нам архив, и хранятся его публикации, и есть папки с неопубликованными материалами. Мы начали там искать, нашли кое-какие материалы по этому разговорнику, а потом на одном из заседаний ученого совета Ольга Константиновна Радова говорит: у меня есть, я принесу, и давайте мы ее рассмотрим. Она тоже участвовала в подготовке еще в те годы. Потом работала над этим разговорником, приводила его в соответствие, но дело до составления колонки на латинской графике руки не доходили. Так вот, эту работу мы в течение полугода сделали общими усилиями. Естественно, самую главную роль в этом играла Ольга Радова, доктор истории. И в конце концов мы сделали макет, который стал достаточно интересным для всех людей, которые разговаривают на гагаузском языке или хотят изучать гагаузский язык. И сейчас он содержит 3 колонки гагаузско-русского разговорника по этим темам, которые выбраны были еще теми нашими аксакалами. Мы изыскали деньги на собственном бюджете на выпуск данного разговорника, и он приобрел такое интересное экзотическое название «Вежливый гагаузский язык». Скажем, экономисты сказали бы, это хороший маркетинговый ход, потому что бросается в глаза это слово «вежливый». Но это не меняет сути. Это дает возможность людям пользоваться этим разговорником, применять его в жизни. И я, уже где-то месяц как вышел в свет разговорник, кроме положительных откликов ничего не слышу. Идеальных книг не бывает. Возможно, где-то там кому-то что-то непонятно, потому что Гаврил Аркадьевич Гайдаржи, а он для нас идеал, как филолог, как человек, работающий всю жизнь в языкознании. Он подбирал слова из разных диалектов, из разных населенных пунктов и вкладывал туда, чтобы они не забывались. То есть это тоже богатый такой хороший материал, сохраненный за более чем 100-летний период и, наконец-то, вышедший в свет. Любой человек, который возьмет в руки разговорник, сразу столкнется с гагаузским алфавитом, который был принят на кириллице в 1957 году, и алфавит, который был принят на основе латинской графики в 1994 году. Тем здесь много, я сейчас не берусь их все перечислять, но здесь и для туристов есть материал, здесь есть материал и касающийся для школьников, там это числа, как звучат. Здесь есть, как правильно составить личные данные свои, в переводе, чтобы было. Есть помощь местным органам власти, как формулировать, скажем, названия тех или иных населенных пунктов или рекламные панно в селах, городах у нас. Был такой курьезный случай. Приехали к нам недавно с Санкт-Петербурга, делегация, никто не знает гагаузский язык. После заседания комиссии я им подарил, там человек 7-8 было по одному разговорнику. Они уже тут же начали запоминать слова, и при встрече на других обсуждениях, скажем, нашей совместной работы, нет-нет, да, говорили некоторые гагаузские словечки. Это все приятно и каждому человеку, так же, как который не говорит на английском, на французском, на немецком, когда идешь и произносишь слова на той страны, где ты бываешь, это местным это доставляет как бальзам на душу.